Более 2 дней на таджикско-кыргызской границе продолжается конфликт, в результате которого десятки человек с обеих сторон получили огнестрельные ранения. В настоящее время перестрелки идут в таджикских джамаатах Чоркух, Варух, кишлаках Чорбок, Сурх и Самонион. Кыргызские военнослужащие открыли огонь по таджикским пограничникам. Кыргызские военнослужащие открыли огонь по таджикским военным на участке водораспределительного пункта «Головной», сообщает пресс-центр пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан. Военнослужащие Кыргызской республики открыли огонь по военнослужащим пограничных войск Республики Таджикистан сегодня, в 13 часов 5 минут на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Хаджаи-Ало Джамаата Чоркух города Исфара, отмечается в заявлении. Этот инцидент произошел в свете нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых двусторонних соглашений с Республикой Таджикистан, где соседней страной осуществляются попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта «Головной», говорится в заявлении таджикских погранвойск. Отмечается, что согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года, этот объект всецело принадлежит Республике Таджикистан, и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Сегодня утром со стороны граждан Кыргызстана был открыт огонь из огнестрельного оружия в сторону Таджикистана. В 10 часов 45 минут гражданин РТ Амаков Акил Юнусович, 1989 года рождения, житель Махалли Самонион Джамаата Чоркух города Исфара, получил ранение в область головы и был доставлен в центральную больницу Исфары. Состояние Амакова оценивается как тяжелое. Также в 11 часов 30 минут в результате обстрела с кыргызской стороны пострадал гражданин РТ Самадов Сатар Кадирович, 1989 года рождения, житель Махалли Самонион Джамаата Чоркух. Самадов получил множественные ранения в руку и ногу, и был доставлен в центральную больницу, сообщает пресс-центр погранвойск. Ранее в больнице города Исфара, Азия Плюс, сообщили, что с места инцидента в Самонионе в больницу доставили утром 3 жителей с огнестрельными ранениями. Наш корреспондент, который сейчас находится в больнице, сообщает, что только что сюда доставили еще 4 жителей с огнестрельными ранениями. В общем, в центральную больницу Исфары уже госпитализировали 8 пострадавших, в основном с огнестрельными ранениями, говорит он. Их состояние оценивается от стабильного до тяжелого. Только что приехала еще одна машина скорой помощи с ранеными, сообщает наш корреспондент. Тем временем, жители других приграничных районов тоже говорят, что с обеих сторон на место конфликта стягивают технику и силовиков. Школьников отпустили домой, к родителям. Те, кто живет в махаллах на линии границы, перебираются в более безопасное место. У людей нет никакой информации. В центр Джамаата Овчи-Калача заехали 2 БТР, видимо, из-за этого люди паникуют, сообщили Азия Плюс местные жители. Кыргызские военные обстреляли мост в село Черкишлок на дороге Исфара Чоркух-Хаджаи-Ало Варух. Мост не обрушился, но закрыт для движения автотранспорта. Теперь, чтобы доехать до Чоркух, надо ехать обходным путем со стороны санатория «Зумрад», сообщают местные жители. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей страничке в ФБ сделал заявление по ситуации на границе. Призываю всех жителей Кыргызстана, прежде всего, политические силы и средства массовой информации, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь.
Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. Сейчас опасны те лица, которые пытаются разжечь конфликт изнутри. Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент.